О предстоящих выборах главы государства, что запрещается и дозволено законом освещать в средствах массовой информации, говорили также на пресс-конференции и совещании в региональном избиркоме. На встрече с представителями республиканских СМИ, Роскомнадзора и МФЦ рассмотрели медиаплан по освещению подготовки и проведению избирательной кампании в регионе. Отметили также, что на участках будут созданы комфортные условия для голосующих. На каждом участке организуют концертную и развлекательную программу, конкурсы и не только. Также у избирателей будет возможность голосовать на любых участках, независимо от места проживания, но, разумеется, заранее написав письменное заявление. Эта привилегия облегчит процесс голосования и для журналистов, задействованных в выборах. Они, в свою очередь, смогут отдать свой голос на участке, где будут освещать мероприятия. Главное – это гласность и прозрачность проведения выборов, отметили на встрече. За порядком на участках будут следить наблюдатели из общественного контроля. В их число войдут не только российские, но и международные эксперты. Наш избирком и в целом наша республика всегда традиционно показывала качественную, хорошую работу, высокие показатели. И главное, это нигде не выходило за рамки требований законодательства выборного. Очень полезно прошла встреча. Это только начало. Еще на будущее у нас будет ряд таких встреч, как на телевидении, так и здесь в избиркоме. И будем в рамках закона строить свою работу в предвыборный период. Пока ведем в основном информационную составляющую у нас преобладает в этом вопросе, информирование избирателей о том, что назначены выборы. Нельзя допускать те или иные нарушения при размещении у себя в средствах массовой информации агитационных материалов. Есть соответствующие ограничения. Говорили о них, говорили о сроках размещения этих материалов, говорили о том, что необходимо им зарезервировать эфирное время и печатную